Здравствуйте! Сегодня мы говорим о дне голосования и подсчете голосов избирателей. С нами эксперт по выборам Аншай Мамытова. Здравствуйте! В предыдущих уроках мы говорили о том, что выборы депутатов Джолорд-Кенеша будут проходить по новой смешанной избирательной системе, которая накладывает свой отпечаток на каждый этап выборов. С учетом внесенных изменений и дополнений в Конституционный закон, есть ли какие-то особенности в день голосования? Да, безусловно, они есть, потому что с учетом введения смешанной избирательной системы, в день голосования каждый избиратель, если он включен в списки избирателей и по единому, и по одномандатному округу, он получит 2 избирательных бюллетеня. А каким будет избирательный бюллетень на выборах депутатов Джолорд-Кенеша по единому избирательному округу? По единому избирательному округу бюллетень будет состоять из 2 частей. В верхней части избирательного бюллетеня будут наименования политических партий, которые прошли регистрацию в том порядке, который определен жеребьевкой. А в нижней части избирательного бюллетеня будут 54 пустых квадрата, рядом с ними будут номера. И, соответственно, в верхней части также будет позиция против всех. И, соответственно, если избиратель желает выбрать, к примеру, я хочу проголосовать за кандидата Иванова. Кандидат Иванов, он находится в списке политической партии Ромашки под номером 8. Соответственно, в избирательном бюллетене по единому округу я отмечаю политические партии Ромашки. В верхней части ставлю галочку, в квадрате рядом с партией Ромашки. А в нижней части избирательного бюллетеня, там, где номера от 1 до 54, я рядом с номером 8 будет квадратик, я в квадрате 8 ставлю еще одну галочку. Это будет означать, что я отдала свой голос за политическую партию Ромашка, а конкретно за кандидата номер 8 Иванова в списке кандидатов этой политической партии. Тогда возникает вопрос, может ли избиратель поставить отметку только за политическую партию и не ставить отметку за кандидата внутри списка кандидатов политической партии? Да, безусловно, может. И я думаю, что, возможно, это будет иметь большое количество на этих выборах, потому что это достаточно тяжело. Новая система — запомнить и номер партии, ее название, плюс запомнить еще номер кандидата, за которого я хочу проголосовать. Возможно, многие избиратели будут забывать, и они будут ставить только галочку за политическую партию. Либо их, в принципе, устраивает тот список кандидатов, который есть. Им, в принципе, все равно. Главное, чтобы прошли кандидаты от этой политической партии. В этом случае этот бюллетень будет считаться действительным, и голос пойдет в пользу политической партии. Имеет ли право избиратель выбрать политическую партию и выбрать больше одного кандидата из списка кандидатов партии? Нет, не имеет, поскольку в этом случае этот бюллетень будет признан недействительным. То есть избиратель может выбрать только политическую партию, либо избиратель может выбрать партию и одного кандидата. Но если избиратель выбирает партию и более чем одного, то есть 2-3 кандидатов, то в этом случае этот бюллетень будет признан недействительным. Здесь я бы хотела отметить, что на каждом избирательном участке в помещении для голосования и в кабине для голосования будут изготовлены специальные информационные материалы Центральной избирательной комиссии, в которых будут содержаться наименования политических партий и данные о каждом кандидате, который включен в списках кандидатов. Для того, чтобы, придя на участок, мы могли бы освежить свою память, вспомнить номер кандидата из списка кандидатов, за которого мы хотим проголосовать. Понятно. С избирательным бюллетенем по единому округу все предельно понятно. Теперь насчет избирательного бюллетеня по одномандатному округу. Каким будет избирательный бюллетень на выборах депутатов Джолорд-Кенеша по одномандатному округу? С одномандатным округом гораздо проще, то есть бюллетень по одномандатному округу, он будет содержать фамилии, имена, отчества тех кандидатов, которые выдвинуты, зарегистрированы в этом одномандатном округе, и, соответственно, позиция против всех будет. И избиратель делает выбор конкретно в пользу того кандидата, за которого он хочет проголосовать. К примеру, если я хочу проголосовать за кандидата Сидорова, я прописана в Нарынском избирательном округе, то я ставлю галочку в квадрате за кандидата Сидорова. А каким образом после окончания голосования будет осуществляться подсчет голосов избирателей? Будет ли, как раньше, чек ОСУ? С учетом того, что каждый избиратель, включенный в списки избирателей по обоим округам, получает 2 бюллетеня, соответственно, будут 2 автоматически считывающие урны, 1 автоматически считывающая урна по единому округу, куда избиратель опускает бюллетень по единому округу,
вторая автоматически считывающая урна по одномандатному округу, куда избиратель опускает бюллетень по одномандатному округу. И, соответственно, после завершения голосования, после 8 часов, обе автоматически считывающие урны, они будут выдавать итоговый отчет автоматически считывающей урны, который является данными о предварительных итогах голосования на этом участке. А потом начинается ручной подсчет голосов. В каком порядке будет производиться ручной подсчет голосов на избирательных участках? Ручной подсчет голосов, он также урегулирован законом о выборах. Там установлено, что в первую очередь производится ручной подсчет голосов по одномандатному округу. То есть после выполнения всех процедур, связанных открытию автоматически считывающей урны, погашение бюллетеней неиспользованных, работа со списками и так далее, извлеченные из автоматически считывающей урны избирательные бюллетени по одномандатному округу, они сортируются конкретно по фамилиям кандидатов. То есть в каждом одномандатном округе у нас разные кандидаты. Соответственно, допустим, возьмем какой-то округ номер 1, и кандидаты этого округа, они сортируются по фамилиям, именам, отчествам. Стопка бюллетеней за такого кандидата, стопка бюллетеней за этого и так далее. И производится подсчет по каждой стопке. То есть в результате составляется протокол об итогах голосования, сколько набрал кандидат номер 1, кандидат номер 2 и так далее по одномандатному избирательному округу. А после того, как закончена работа с избирательными бюллетенями, то есть ручной подсчет бюллетеней по одномандатному избирательному округу, только после этого избирательная комиссия переходит к подсчету бюллетеней по единому избирательному округу. Ручной именно подсчет бюллетеней по единому округу, он будет гораздо сложнее, потому что, во-первых, извлеченные из АСУ бюллетени должны быть рассортированы по политическим партиям. Да, соответственно, 21 политическая партия, если, например, участвует в выборах, 21 стопка за каждую политическую партию плюс стопка против всех. Да? После этого подсчитывается, сколько голосов получила каждая политическая партия. После этого берется стопка партии номер 1, и из нее получается, она распределяется председателем участковой избирательной комиссии между членами участковой избирательной комиссии. Допустим, я раздала, потом говорю членам, у каждого на руках же это по чуть-чуть бюллетени партии номер 1, и я говорю, вытащите мне все бюллетени за кандидата номер 1. Допустим, партию «Ромашка» мы все смотрим. Каждый у себя в стопке смотрит, вытаскивает бюллетени за кандидата номер 1 от партии «Ромашки». Я, как председатель, их собираю и считаю, сколько получил кандидат номер 1 от партии «Ромашка». То же самое с кандидатом номер 2, 3 и так далее. То есть по каждой партии нужно посчитать, помимо того, сколько взяла сама партия, так еще каждый из 54 кандидатов внутри списка этой партии сколько голосов получил. Соответственно, эта процедура должна быть повторена по всем партиям, участвующим в выборах по позиции против всех. Итоги голосования устанавливаются по данным АСУ или ручного подсчета? Каким образом данные об итогах голосования попадают на сайт ЦИК-КР? В законе установлено четко, что итоги голосования официально они устанавливаются по данным ручного подсчета голосования. То есть тот отчет автоматически считывающей урны, он является отчетом о предварительных итогах голосования. А официально уже итоги голосования устанавливаются по результатам этого ручного подсчета бюллетеней. И, как правило, разница между ними всегда незначительная, то есть в принципе они совпадают, отчет АСУ и данные ручного подсчета голосов. Незначительная разница может быть из-за недействительных бюллетеней. И законом четко установлено, что как отчет автоматически считывающей урны, отчет об идентификации избирателей, протокол об итогах голосования, они участковой избирательной комиссией должны быть отсканированы и направлены на сервер Центральной избирательной комиссии. И в свою очередь Центральная избирательная комиссия, если вы зайдете на сайте Центральной избирательной комиссии, есть такой раздел, называется «Информационная избирательная система». Вы в нее заходите, и в режиме онлайн, в режиме реального времени, в день голосования вы можете смотреть поступление данных с каждого участка, и там есть деление АСУ данные и данные ручного подсчета, сверять их, и также можете там же видеть сканированные протоколы об итогах голосования по единому округу, по одномандатному округу, и эти чеки об идентификации, отчеты АСУ, также в режиме реального времени.
Эта же информация, она сохранена по итогам предыдущих выборных кампаний, она есть на сайте Центральной избирательной комиссии. Огромное спасибо. С нами была эксперт по выборам Канышай Мамытова.